Жители дома 59-го года постройки бьют тревогу. Там из-за пожара обрушилась крыша, и теперь во время дождей намокает все. Мебель стала непригодной для пользования, полы начинают покрываться плесенью. В ситуации разбиралась Анастасия Данилова. Не могу. Как нахожусь здесь, постоянно плачу. Потому что столько трудов, столько денег. 6 июня сгорел дом по адресу Чернышевского, 70. Жителей дома вот уже второй месяц ждут вынесения вердикта по признанию дома аварийным. А причина возгорания до сих пор неизвестна. В нашу редакцию обратилась жительница дома по улице Чернышевского, 70, Ирина Пузырева. По ее словам, в этом доме проживают 5 семей, среди которых многодетная семья и инвалид второй группы остались без крыши над головой. Ну вот у меня в квартире вот здесь прогорело. Здесь, видимо, была раньше печка и слабее. Когда идет дождь, вот дождей не было давно же. И вот видите, до сих пор не высохло даже. Вот после дождя вот все протекло, и вот все на кровати. Прямо над кроватью уже спать невозможно. Спать невозможно. Как говорят сами жильцы, первоначальный очаг возник в 5-й квартире. Анна Варламова, владелица жилплощади, при телефонном разговоре рассказала, что не проживает в квартире уже 3 года. Я туда поехала и увидела картину, что горит, пожарные тушат. И все. А как оно, почему сгорело, вот не в курсе. Это в зимний период, минус 50, там было всего лишь 14 градусов. А в такой холодной квартире я просто не смогла жить. Скорее всего, поджог, потому что там было все отключено, чтобы не ходили, как говорится, посторонние люди. Проводя экспертизу, пожарники обещали установить причину возгорания через месяц. Однако до сих пор неизвестно, поджог это был или неосторожное обращение с огнем. Квартира заброшенная, хозяева бросили. Много лет не живут, не появляются, как бы не проверяют даже квартиру. Разбиты все окна там и постоянно тусуются бомжи. Семья Ирины, а это 4 человека и 2 домашних животных, вынуждены были съехать в однокомнатную квартиру знакомых. С наступлением осени они должны освободить жилплощадь. Дом, по которому она так горюет, 30 июля был предварительно признан аварийным, но решение будет вынесено только в конце августа. На данный момент 30 июля выехала межведомственная комиссия по признанию дома аварийным. По предварительным данным, дом признали аварийным. На данный момент акты заключения на стадии подписания. После подписания запускается распоряжение о признании дома аварийным и уже будет включен в список аварийных домов. Выдачу нового жилья погорельцы считают явлением из разряда фантастики. Им бы хотелось, чтобы управа автодорожного округа города Якутска занялась их проблемами вплотную, убрала обломки и восстановила крышу. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Анастасия Данилова, Джулустан Иннокентьев, Якутск.